Здравствуйте, меня зовут Галина. Сегодня в гостях Татарской филармонии дирижер Московского государственного академического симфонического оркестра Павел Коган. Оркестр под управлением Павла Когана представляет на сцене Татарской филармонии концертную программу «Русские композиторы, вальсы и полонезы». Павел Леонидович, во-первых, я очень хочу поздравить вас с юбилейным сезоном, 75-й концертный юбилейный сезон у вас в этом году. Я видела в вашей программке, у вас несколько концертных программ именно к этому юбилейному сезону. Какие вы представляете вот сейчас в этом гастрольном туре? Если вы говорите о гастрольном туре, то их две. Одна западноевропейской музыки, это 7-я симфония Бетховена и 4-я симфония Брамса. Вторая та, которую мы сегодня будем представлять публике. На мой взгляд, это очень стильная, интересная программа. Во-первых, она имеет общую такую направленность и несет название «Русский вальс и полонез». Полонезы и вальсы величайших русских композиторов. Это Чайковский, это Глинка, это Глазунов, Рубинштейн, Римский-Корсаков. Там собраны произведения из различных опер и балетов. Это касается и Чайковского, и Глазунова, и Римского-Корсакова. И Глинки в том числе, Иван Сусанин представлен. Какие-то из этих произведений предельно популярны, а некоторые очень редкие гости на концертной сцене, такие, допустим, как полонезы из опер Римского-Корсакова, «Пан воевода» или «Ночь перед Рождеством». Чайковского там представлен редкий полонез из оперы «Черевички». Тоже на сцене не услышишь нечасто. Наряду с этим популярнейшие вальсы из «Спящей красавицы» и «Лебединого озера». Так что мне думается, что эта программа должна вызвать. И чувствуется, что это прям образовательная программа, потому что у нас многие сейчас придут студенты из консерватории, и им интересно именно послушать вот в образовательных целях эти произведения. Я думаю, что да. Это очень интересно, и, как я подчеркиваю еще раз, не часто все это можно услышать скомпонованное вместе. И все это в рамках года волонтера, я так понимаю, да, происходит? Да. Это связано с тем, что хочется как можно больше молодых людей привлечь к высокому искусству, к культуре. Это очень важно для будущего страны, для ее развития. Мне очень приятно, что мы несем такую высокую миссию. И вот в тех городах, в которых мы уже начали наш концертный тур и будем продолжать его, на некоторых наших репетициях перед концертами акустическими присутствуют молодые люди, которые видят весь процесс подготовки, как все это дело происходит. Потом, соответственно, они слушают все эти произведения на концертах. И поверьте мне, я уверен, даже не думаю, а уверен, что это оставляет определенного рода такой позитивный след в развитии. И хорошая практика молодежи. Я ставлю очень высоко эту миссию и считаю ее необходимой. Вы в нашем зале, насколько я знаю, впервые, да, выступаете? Я вообще в Казани не был миллион лет, в кавычках. Я бывал очень давно и с государственным оркестром, которым в то время руководил Натан Григорьевич Рахлин, который ко мне очень хорошо относился, и присутствие и работа такого великого дирижера, артиста, коим являлся Рахлин, конечно же, оказала ключевое воздействие на именно отношение Казани как к Татарстану, как республики и столицы, несущей такую культуру такого уровня массы. Вы вот сейчас в нашей Татарской филармонии уже провели первую репетицию, посмотрели наш зал. И приятно то, что он в хорошем состоянии, что, как я понимаю, и реконструкции, реставрации проводятся, за этим следят. Это очень важно. И посмотрим, когда он заполнится публикой, какие будут впечатления от акустики с присутствующей публикой. Я надеюсь, что мы к этому быстро приспособимся.